Добрый день, дорогие телезрители! С вами телеканал Якутия-24 и передача «Мы вам покажем». Мы в гостях у талантливого художника, аэрографиста Марии Сысолятиной. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Я сегодня расскажу про технику аэрографии. Для начала ознакомлю про наше оборудование, что нам необходимо. Мы используем малошумные компрессоры среднего комплектации. Да? Далее к нему подключаются разные шланги разных метров. Оранжевый у нас идет 15 метров для большого объема помещения. Например, если я рисую большие объемные стены, то нам необходимо вот такие вот длинные шланги. К нему подключается фильтр, редуктор-манометр, с помощью которого мы настраиваем давление воздуха. И далее мы подключаем аэрограф. Аэрографы бывают разных производств. Если мы новички, получается, первый раз рисуем, то можно использовать доступные аэрографы китайского производства. Да? Они бывают разные фирмы, Jazz и так далее. Если мы уже умеем хорошо рисовать техникой аэрографии, то можно использовать уже профессиональные аэрографы, такие как у меня в руках. Это фирмы Iwata японского происхождения. Аэрограф имеет очень много деталей, состоит из многих частей, и если мы его разбираем, то деталей будет очень много. То есть это непосредственно та часть, которую мы рисуем, да? Да. Из нее выходит краска. Да. Вот он имеет емкость, куда мы наливаем краски, и имеется рычаг. Да? Рычаг мы держим правильно указательным пальцем, нажимаем на него, и он уже немножко звучит. Это идет у нас воздух. Подача воздуха. Если мы нажимаем и тянем рычаг назад, то мы подаем уже краску, пылим краску. Значит, аэрография – это воздушная техника рисования, один из видов изобразительного искусства, и с помощью него мы можем рисовать разные объемы. То есть непосредственно, чтобы пошла краска, нам нужно оттянуть, да, немножко назад. Мы сначала нажимаем вниз, подаем воздух. Воздух идет. И потом тянем назад. И рычаг, он может подать столько краски, насколько мы тянем рычаг назад. Если мы максимально его тянем, значит, он подает больше краски. То есть мы регулируем напор еще и краски, да, количество? Да, то есть они взаимосвязаны? Да, это зависит от того, как мы уже умеем пользоваться указательным пальцем. Если мы должны, если мы хотим подать меньше краски, да, получается, мы немножко только тянем палец назад, а если мы подаем больше краски, то, значит, получается, мы можем даже до максимума тянуть палец. Хорошо, вот. Понятно. Угу. По аэрографу это вот все по технике, да, мы узнали. Да. Получается, если не использовать вот этот вот шнур, да, он сам по себе шумный. Да, он немножко шумный, но и периодически, когда вот уже полностью набрали воздух, он может во время рисования, вот просто вот шум воздуха идет, он может спокойно стоять. А когда мы потратим весь воздух, то он будет самостоятельно уже набирать свой воздух. Вот. И советовала бы тем, кто хорошо рисует уже, да, использовать такие вот аэрографы профессиональные. Вот, кстати, как раз у меня возник вопрос на эту тему, да, все ли могут освоить эту технику или нужно иметь все-таки какие-то определенные навыки? Я думаю, что все люди умеют и должны уметь, и для этого нужна только тренировка своих пальцев. Ага, Мария, мы сейчас с вами будем что-то пробовать, да? Да, будем пробовать. Так, и для начала, чтобы мы рисовали аэрографом, мы должны его поставить на специальную подставку под названием рога. И между ними вот так ставим, чтобы она не упала. И для удобства, чтобы мы налили туда краску. Так, выберем краску в тюбике. Краски бывают у нас разные, разного объема. Получается 45 миллиметров,
Вот такие вот объемы идут и большие объемы красок. Вот. А для удобства нам сегодня пригодятся маленькие объемы красок. Здесь мы наливаем немножко краски, капаем, и можно его смешивать еще с водой. Краски у нас специальные для аэрографии на водной основе. Можно его разбавить водой 50 на 50%. Носик аэрографа закрываем плотно, держим пальцем, и таким способом мы смешиваем краску с водой. Вот. То есть интенсивность цвета, она будет зависеть, да, от пропорций? Да, краски иногда бывают очень густые, поэтому мы его разбавляем водой. Так, и еще можно ручку снимать. У нас внутри находится длинная иголочка, да, и без ручки тоже можно рисовать. Так? Перед началом работы всегда нам нужен черновик. Это обычная белая бумага, где мы проверяем и настраиваем наш аэрограф. Расстояние держим примерно 10 сантиметров от листа, держим прямо и нажимаем на рычаг. Вот у нас идет воздух. Как я ранее говорила, мы так, нажимаем, да, и тянем рычаг, тогда он пылит краску. И проверяем, вот, насколько она, краска идет. Так. Для начала работы мы можем упражняться. Для упражнения можно сделать градиент от темного цвета к светлому тону. Вот. И хотела бы, чтобы вы попробовали сделать это. Давайте, я с удовольствием. Постарайтесь сделать квадратик. И так, таким способом мы Не тренируем уверена, наши что у пальцы. меня получится, но... То есть Вот, я конечно, сначала попробуем. нажимаю, Да, потом сначала тяну. вы нажимаете, плотно нажимаем, тянем назад рычаг. Если подает краску, Не максимум. подает пока. Ага, Вот, ага. какое солнышко. Так, это получается у нас немножко краска стала жидкой, да? Да, то есть она вот дает вот эти, да, лучики от того, что она жидкая. Жидкая, да. Таким способом на черновик мы всегда проверяем, насколько у нас краска жидкая или густая. То есть, чтобы, да, изначально не испортить, да, работу, надо его настроить внимательно. Да, и мы проверяем краску и вот пробуем рисовать градиент. Да? Вот уже у нас хорошо, нормально пылит. Градиент, например, от темного, вот примерно 10 сантиметров мы начинаем. К светлому тону мы, переходя, немножко отодвигаем аэрограф назад. Тогда он уже пылит каким тоном? Уже чуть-чуть светлым тоном. Вот таким вот способом. Чуть светлее становится. Передвигаем назад, да? Ага. Вот здесь можете попробовать сделать. Вот таким способом. Есть еще нюансы, например. Первая причина, почему аэрограф не рисует, это у нас воздух закончился, значит мы включаем нашу кнопочку. Если воздух есть, воздух идет, да, вот звук воздуха есть, возможно у нас краска закончилась, поэтому мы доливаем нашу краску. И третий способ, это у нас может быть забиться краска. Периодически, вот если мы долго рисуем, да, несколько часов, то краска вокруг иголки у нас засыхает, и она забивается, она не рисует, просто плюется. Вот, поэтому что мы делаем в таких случаях? Мы снимаем колпачок защитный от иголки, да, и проходимся тряпочкой, можно, ну, либо можно кисточкой щетина. Это вот твердая кисточка, можно им тоже очистить носик аэрографа. Так, если у нас вот в таком случае она все равно не рисует, да, получается, тогда мы вытаскиваем нашу иголку. Вот таким вот способом. Вытаскиваем, вот такая у нас длинная иголочка. И протираем вот засохшие наши остатки краски. То есть на иголке тоже может застыть краска. Скапливается краска, и она застывает.
тогда он перестает рисовать, и аэрографу нужен уход, вот, чтобы у нас качественные работы были. Вот, так. Каждый раз мы его ставим на подставку и наливаем нашу краску. Так, давайте теперь попробуем нарисовать с помощью трафарета такую картину. Так, это уберем. Трафарет мы ставим посередине на формате А3 сделаем сейчас рисунок. Вот так закрепляем и нарисуем наши цветы. Перед каждой работой, как я сказала, да, нам нужен рядом черновик, и мы там проверяем, вот, чтобы у нас она была настроена и хорошо рисовала. Далее можем придерживать, да, чтобы воздух у нас не проходил на трафарет, да, и сверху вот таким способом закрашиваем наши цветочки. Возьмите. Ничего себе! И постоянно аэрограф двигаете. В одном месте не стоим, а закрашиваем всю площадь. Вот. И можно вот здесь еще. Ух ты, интенсивность пошла. Так, далее здесь у нас цветочки, да, а тут у нас уже листики пошли. Для этого, когда мы меняем цвет краски, тогда мы пшикаем на емкость воду обычную, да, выливаем его в стаканчик, и таким способом мы его Очистили от предыдущего цвета. Да, и можно еще попылить на черновик. Чтобы наверняка. Да, так, попылили. Вылили, так, и можно еще пройтись Тряпкой. внутри емкости, так, пальчиком. Так, далее тоже ставим его на подставку, берем зеленый цвет. Цвет листочков, да? Да, зеленый у нас будет. Так, и проверяем на черновик опять. Если идет у нас уже чистый зеленый цвет, да, то можно уже дальше рисовать. Ух ты. Трафаретом рисовать хорошо, что оно бывает, работы получаются четкие, и для начинающих. Для начинающих, да, наверное, для начинающих. в трафаретах очень даже хорошо работать, потому что это довольно сложно, я бы сказала. Пыталась какую-то насыщенность регулировать, но, по-моему, у меня не очень получилось. Ну и давайте посмотрим, да, что у нас получилось. Так, трафарет аккуратно приподнимаем, зажим. Мне нравится. Вот у нас Для первого раза я собой горжусь. вот так, вот такая вот работа у нас получилась. Сегодня у нас есть возможность увидеть работы учеников Марии. Вот, Саяна, можешь повернуться, показать принт, сделанный в технике аэрография. Это еще называется как бы кастомизация, изменить облик обычной одежды. Тигренок. На белой футболке еще можно нарисовать чисто в технике аэрографии. Она получается очень воздушно и даже на ощупь очень мягкая. Такие же элементы можно сделать на рукавах. Очень красиво. Обычная белая футболка, которая сделана в технике аэрографии. Вот у нас молодежная толстовка. Тут тоже можно делать на вкус, на выбор свой принт. Также можно использовать наши якутские узоры, обереги
на футболках можно сделать, да. Также в технике аэрографии можно сделать градиентов, вот, которые мы сегодня попробовали сделать, да, цветном. Вот так выглядит Да. градиент в цвете, да, совершенно кардинальный, но при этом плавные переходы, да, из одного цвета в Ну другой. и можно вот обычную красную толстовку сделать. Ну, это невероятно. Аэрографию. Она на ощупь очень мягко получается. Действительно, да, это не как вот, да, переносная, да, наклейка, это вот Да. просто вот И, ткань. и краски все в технике аэрографии, они имеются для текстиля, для одежды. То есть нужна специальная краска для текстиля, чтобы творить вот такие произведения на одежде. Мария, расскажите немножко, как вообще работать начинающим? Может, есть какие-то техники, с которых можно начать? Для начала работы аэрографом мы тренируем наши пальцы, да? И можно научиться сделать с помощью таких схем разных движений и тренировать свои руки. После этого, когда мы набили свои руки, можно нарисовать такие мелкие детали, ну и сделать такой рисунок. Начинаем мы с обычной бумаги. Также не только черно-белые, но можно еще сделать в разных цветах. Такой вот цветовой круг, тренируем руки, да. И одним цветом, например, одним розовым цветом можно сделать такие градиенты, только одним цветом. Например, одним голубым можно растянуть и спокойно сделать такие От оттенки. насыщенных до Да. пастельных. Да. После этого, если мы уже умеем делать растяжку, да, градиенты и тонкие линии, можно сделать такие вот рисунки именно чисто аэрографом. Также можно нарисовать уже постепенно формат мы можем увеличить и сделать такие вот картины. Это просто вот как живая красота. И у нас бумага бывает разной фактуры, да? Тонкая бумага, толстая бумага, синтетическая бумага, акварельная бумага. На всех абсолютно поверхностях можно нарисовать в этой технике. Это у нас глянцевая бумага, синтетическая, она немножко по фактуре скользящая, да? Это чисто тоже нарисовано аэрографом. И мы можем еще сверху пылить лаком, да? И защищаем от, например, воды наш рисунок. Она защищена уже. То есть такой же полноценный, можно сказать, постер, который тоже идет в интерьер. Да. Также можно еще использовать различные трафареты, да? И вы можете посмотреть еще работы, сделанные на холсте, на пластике, коротко называется ПВХ. Все работы выполнены аэрографом. Потрясающе. Вот этот вот котенок, будто фотография, черно-белая фотография. Также в этой технике можно сделать фотореализм. Ну вот, например, люди смотрят, да, и говорят, это фотография. Но на самом-то деле это все сделано аэрографом, картина. Обратите внимание на шерсть кошечки. Это вот действительно как реальная фотография. Это все выполнено в технике аэрографии. Так, ну, сегодня мы очень много узнали про технику аэрографии. Вообще очень благодарны вам, что вы нас пригласили, столько много рассказали, показали все, дали попробовать. Очень надеемся, что снова придем к вам в гости. Большое спасибо. Спасибо, радости ждем. До скорой встречи.